Через речку легко уже переехал, вон КамАЗ едет. Поехал за лесом. Это тот КамАЗ, который вот на окраине, где был утопленник. Когда летом техника тонула, вот этот КамАЗ отремонтировали. Все нормально ездит. Всем привет, ребята. Так, сейчас время 8 часов 40 минут. 16 декабря сегодня. Я у реки нахожусь, и сегодня у меня будет рыбалка. Рыбалка на ельца, на зимнюю удочку. Первый раз так выхожу на рыбалку. Часа 3, наверное, где-то примерно буду рыбачить. Давно уже просили рыбалку с палаткой. Ну вот, сегодня это будет. Груз у меня вот, везу палатку, там ящик, снасти, всяко разный хлам, ледобор. И самое главное, еще сегодня, ребят, будет у нас подводная съемка. Я взял подводную камеру. Сегодня будем тестировать уже. Увидим, что там подо льдом. Какая видимость, это самое главное. Рыба будет, не будет. Это, что увидим, то и покажу. А мне самое главное, как она работает. С какое расстояние снимает. Мне это интересно. И сегодня все я буду вам показывать. Хреновая дорога тут оказывается. Обратно на по речке пойду. Не понравилось тут идти. Зарастает каждым днем, каждым годом все гуще и гуще кустарники становятся. Вышел на дорогу. Здесь, оказывается, натоптано, наезжено. Вон, на каракатах ездили. Не на каракатах, а этих, на мотособаках. Хорошая дорога. Вообще шикарно идти сейчас. Блин, а то я залез куда не надо. Напрямик по тайге пошел, по кустарникам этим. Блин, светело ужасно. Сейчас уже так спокойно иду, чтобы немножко подостыть хоть. Но погода сегодня, здесь ветра нету. Такой маленький снежок. Обалденная погода. Тут озеро. Тоже каждый год я снимаю, показываю. Вон тут. Тут караси только живут. Тут. Здесь мелкие щуки, может. Ну, это рядом с селом. Здесь каждый второй приходит рыбачить там. Много не наловишь тут. Вот. Ну, идем так. Не спеша. Вот смотри, рыбаки даже по льду бегают. Круглосуточное дежурство тут. Здесь палатка, там палатка, там палатка. 3 палатки я вижу. Я знал, что их тут там выше еще 4-я. Пипец. Ой-ой. Сколько же их вас тут. Но они вообще палатку не снимают и каждый день тут рыбачат. Буквально каждый день. Воды сколько упало. Муса! 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 Это муса был. А? Ляба муса! Муса! Ребят, не успел заснять. Первая поклевка была. И вон, плотву я поймал. Вот так вот. Нежданчик такой попался. На желтую мормышку.
Ну, вот с уловом, первый улов. Вот так вот. И надо рыбачить. Я хотел уже камеру отпустить, посмотреть там. Спустить-то есть. Посмотреть, что там. Кто-то есть или нету. Установил палатку. 2 удочки поставил. И один еще запасной. Была одна поклевка, ничего не успел сделать. И на вторую поклевку уже сразу попалась эта плотва. Так, пришло время испытать. Эту камеру подводную. Глянем, что там. Кто-то есть, нету, как она работает. Так. Если разберемся, что и как тут. Включить. Есть контакт. Так. Лед. Тоже вода. Течение-то мощные тут. Течением уносит, но ладно, блин. А, на дне уже это. На дне это дно. Так, я вижу дно. Рыбы не видать. Так. Там что? Вон рыба, ребят. Я вижу рыбу. Вон рыба. Видели? Вон вторая. Рыба-то есть. Я вижу их. Вон они. Где у меня, интересно, этот? О, бля. Рыбы-то плавают. Рыбы-то есть. О, и поклевка есть тоже. Вон она, поклевка была. Блин. У меня поклевка, ребят, была. Мне бы мормышку еще найти. Интересно, это что? Так. Сейчас чуть-чуть разберусь с этим. Так. Надо покрутить. Так. Кручу, верчу. Так. Еще надо покрутить куда-то. Просто мне надо понять. Вот течение большое. Течение большое тут. И вот, блин, резко все повернулось. Не могу понять, где вот этот. Сейчас кормушку еще подергаю. Так. Знаете, как в ФГС, блин, желудок проверяют. Также я тут толком не могу вот понять, где, что, где. Так. Это получается у нас. Вон муть пошла, видите? Это значит, этот, с кормушки сейчас пошла этот. И до хрена это еды идет, вон. Вон она. И рыба, думаю, течение большое. С этой, как сказать, с этой прикормкой уходит вниже. Я так думаю. Так, сейчас еще покручу. Не, в принципе, вот. Сейчас, наверное, вон, смотри, что там было. Или лед.
Что там было это? Я мормышку не могу найти. Так. Вон рыба. С левой стороны, наверное, или с правой, вот похоже. Вон. Еле плавает. И плавает, знаете, как получается это? Так, вообще я чуть-чуть не понял, что где показывает. Это у нас дно. Так. Не, надо еще мне этим... Или, знаете, как еще? Лучше... А вон, видели? Видите? Рыба. Вот вторая. Не, рыба есть. В принципе, рыба-то есть. Я вижу их. Это значит... Вот он, видели? Это выше, возле прикормка они даже. Возле прикормки. Так, сейчас я подниму. Сейчас я подниму и возле мормышку попробую. Ребят, это уже вторая рыба. У меня аккумулятор разрядилась. Сейчас пауэрбанку все подключил. Сейчас что-то, наверное, закину. Пусть в середине будет видеокамера. Ну, одно я понял. Видеокамера, когда так, она, как сказать, установлена, хреново все. Хреново видно. Не понимаешь, где мормышка. Надо палку, на палку прикрепить. Но рыба есть. 100 пудов, я уверен уже. Все, я понял, что рыба здесь есть. Так. Это вторая съемка у меня началась в середине лунки. К сожалению, я не вижу, где у меня мормышки. Знаете, надо прикрепить видео, как сказать, объектив на видеокамеру в этот. Вон рыба, видите? Надеюсь, видно. Очень даже хорошо я вижу рыбу. Это плотва или елец какая-то вот. Вон вторая снизу. Рыбы до хрена, честное слово. Это малая часть, чего я вижу. И сейчас будут поклевки, это я уверен. Сейчас вон с левой стороны у меня получается рыбины. Сейчас подойдут, без проблем поймаем. Рыба-то есть. Рыба есть. Как-то крутить неудобно, блин. Вообще. Че он завис вообще? Ой. Так. Так.
На прикормку. Он там уже выше течения сейчас направляется. Вот. Вот, сейчас против течения снимаю. Против течения. Возле прикормки я никого не вижу. Так. Вот. Знаете, вот рыба ходит. То они есть, то их нету. Да, неудобно так снимать. Честно скажу, неудобно. Неудобно. Не понимаешь, где вот это все происходит. Да, рыба ушла снова. Вон. Тишина, их не вижу. Расстояние съемки тоже непонятно. Как бы насколько метров снимает. Ну где-то метр, наверное, точно видно. Вон, видели? Вон она, рыба. Снова я вижу его. Вон, опа, есть контакт. И там клюет. И здесь клюет, кругом клюет. Видели, какое нападание было на эти. Вроде и в кадр попал съемки. Что-то похожее было на это. Вот это да, вот это поклевки были. Один за другим, блин. Мощно, мощно. Вон он. Стоит. Очередная рыба, вон. Сейчас я удочкой сейчас пошевелю. В какой стороне он? Или в другой стороне. Надо привыкнуть к этой камере. Ушла рыба. Надо опарыши поменять. Вон он. Ребят, видите? Вот сейчас отчетливо видно. Вот отчетливо видно. Плавают тут. И вдали там еще тоже видно было. Сейчас как-то установил камеру. Ну, не понимаю только, лево или право снимает. Как скажем, если вот течение идет, вроде слева там на удочку. Но на мормышку я не вижу. К сожалению. Да нет, ни хрена они не боятся этой видеокамеры. Очень даже не боятся. Хочу повернуть, но не получается. Надо удочку телескопическую, как мне посоветовали. Вон он, тоже рыба. Тоже вот я увидел. Вон они, вон. Несколько штук их. Блин, так быстро поворачивает сюда все. Вон, видите? Вон. Их море, море тут, море. Вон они. Кормятся, ходят туда-сюда. Я сейчас буду прекращать эту съемку, а дальше буду также ну, вон слева, видать, вот сейчас подергал, вот, и сразу они идут на вон, кормятся как. Это же интересно. Это интересно. Я буду привыкать к этой видеокамере, к подводной. Больше буду снимать. Как-то мне надо определиться в этой установке. Вот у меня на шнуре сейчас висит монитор, видеокамера. И сейчас неудобно крутить, неудобно. Я не вижу, где мормышка, где вот основная стая рыбы. Вон их, вот опять я вижу их. Вон, видите? Это все рыба, это ельцы. Это ельцы. Надеюсь, у меня запись идет.
Опа. Как бы что сделать, чтобы вот это все... Сейчас вот дерну еще этот, как сказать, прикормку. Сейчас пойдет, нет. Сейчас 3 раза дернул, сейчас подождем. Вон, видите, эта прикормка пошла. Вон, видите? 3 раза дернул, и сколько прикормки пошло. Это вся рыба, она сейчас, наверное, снова уйдет. Ну и подкармливать также надо. Они все равно идут к прикормке. Вот сколько мути пошло. Это прикормка. Это прикормка. На 1 раз достаточно, чтобы дернуть. Вон, видите, сразу вот рыба пошла. Вот. Я сегодня... и поклевка тут у меня. Поклевка также. Ну вот сегодня как-то я балуюсь этой видеокамерой. Но, конечно, надо дальше рыбачить, и прекращать эту съемку. Я уже увидел, здесь рыба есть. Можно сидеть рыбачить. Вот и все дела. После этого видео, я уверен, сюда для меня уже хода не будет. Потому что я другой раз приду, здесь уже будут сидеть рыбаки некоторые. Вот такие дела. Потому что на пятки многие наступают, прямо на пятки. Где-то что-то узнают, услышат, сразу побегут впереди тебя. Вот такие делишки. Ну все, наверное, пока снимать больше не буду. Я увидел рыбу. Рыба есть тут. Буду дальше сейчас рыбачить. Посмотрим, что-то наловим или нет. Ну, 15 штук, норма. 15 штук, это хорошая, жаркая получится. Вот, видите, рыба ушла сейчас. Ой, газку дала нам. Прикормили их. Непонятно, вот надо крутить, как-то крутить. Опа, и все повернулось, блин. Это уже напротив течения сейчас пошло. В принципе, хорошая видеокамера. Я доволен. Не, можно смотреть, можно снимать, можно показывать. Очень даже неплохо. Все, короче, пока заканчиваю съемкой подводной, я буду дальше рыбачить. Ну вот. Все. У нас, ребят, 3 рыбины уже. Вот так вот. Вот. 2, 3. Ёпта, 4 уже. Опа. Это же вообще отлично. Затопил печку. Буржуйку. Сейчас будет тепло. Поменяем сейчас, чтобы не угореть. Вот эту хуйню откроем. Вот так вот. Сейчас опарыши поменяю и будем сидеть. Поклевка. Здесь поклевка была. Ну, неохотно так. Вон он. Поклевка есть, но... Вот и тут поклевочка. Оп. Промазал Олега. Что же это так? Вон опять. Видели? Оп. Блин. Прям... Я чувствовал рыбу, но почему-то вот выплюнули или что-то. Почему так получилось у меня? Не, рыба есть. Рыбу-то нашли мы.
Он опять вон. Что ты будешь делать, а? Ну-ка сейчас на игру попробую. И тут вон идите. Опа! Ух, хитрые, блин. Выплевывают, успевают. Ну, блин, ну что ты будешь делать, а? Вроде не спешу. Но есть контакт. Вон он. О, неплохой. Ельчик-то. Ельчик-то неплохой попался. Вот так вот. О, есть. О, блин. И вроде ништяк был. Тоже вот, блин. Ну, клев такой вяленький. Знаете, вот не скажу, что вот очень мощный клев. Рыба есть, стоит. Ну, видать, прикормка хорошая. Они кормятся прикормкой. Так пробуют опарыш. Снова вот подошел. Ну что ты будешь делать, а? Ну что ты... Вот опять на желтую. Ну давай, спешить не стану. Надо как-то тебя перехитрить. Желтую мормышку облюбовал. Но вот он. Ай, блин. Вот это он меня сколько шантажировал. Вон он. Средних размерчиков сегодня идут ельчики. Мык. Вон еще поклевочка. Ударчик такой. Как ни странно, все на желтый сегодня. Сейчас еще доночный надо поменять. У меня тут тоже две мормышки. Сейчас я поставлю еще доночную снасть. Ага, на игру. А есть он, ёпта. Вон он. Он, оказывается, сидит уже. Проглотил и сидит. А дурачок. Угу. Сейчас поменяю опарыш. Ух, есть контакт. Ох, малек. Это малек. Вон маленький такой. Что-то вообще тишина, затишье, полный штиль у нас. Отпускаем. Пусть плавает. Опа, вот это. Ух, ничего. Вот это экземплярчик. На сегодня такой. Ой, блин. Это самая крупная рыба сегодня пока. Вон он. Здоровый. Вот, ребят. Вон он. Есть. Вот тоже крупный. Ого. Еще крупнее даже. Вообще мощь. Крупная рыба подошла. Этот еще крупнее, ребят. Вот. Елец. Это уже крупный. Уже мощь. Пошла. Осторожно тоже. Уже крупный надо. Средний. Ну хороший тоже. Клев, ребят, немножко прекратился. Ну, пока не клюет. Основной сегодня берет на желтую мормышку. Очень маленькая. Заглотыш так называют в народе. И на донку две поклевки было. Вообще надо убрать уже. На муравья тоже. Ну, пару рыб поймал и все. Еще третью удочку надо сделать с белой мормышкой. Маленькая белая мормышка.
Ну, знаете, вот видите, как все время на разные мормышки берет. Бывает там, вот как сегодня, на желтую мормышку, другой раз придем, может быть, на муравья будет брать. Две крупных попалось. Вон экземплярчика. Очень, ну, крупные они. Вон. И где-то второй, наверное, тоже вот. Ну, эти два, наверное, вот получается. Крепыши такие. Вчера я звонил, здесь вот рыбаки, которые каждый день рыбачат, я звонил, узнавал. И вчера тоже вялый клев, говорит, по 17, по 15 штук здесь вот поймали они. Ну, каждый ловит сейчас. Рыбы много в этом году. Честно говоря, в прошлом году вообще не ловилось всю зиму. В этом году ловится. И думаю, будет всю зиму ловиться. Если уж сейчас ловится, и всю зиму он будет ловиться. Потому что ельцы в этом году здесь остались. Не ушли куда-то. Вот. И позавчера по 60 штук. Ну, у нас все мы, знаете, не по граммам, не по килограммам сравниваемся. Ну вот сегодня меня спросят, сколько рыб я поймал. Я назову количество. То количество, что я поймаю. В некоторых местах все время одна рыба там 20 грамм или 200 грамм. У нас нету такого. У нас количество или ведра. Пол ведра, ведро, 2 ведра, 5 ведер. Всяко разная бывает рыбалка. А сейчас зимой вот именно мы не ленимся. Вот 100 рыбин поймаем, считаем сколько штук. И там уже прикидываем по килограмму, сколько выходит по объему в ведре. Там 100 штук, это считай, если 10 литров, чуть меньше половины, ну, четвертая часть ведра. Если вот такие зимние ельцы. Бывают там и покрупнее ельцы попадают. Местами у нас ловят еще щик попадает. Щик, хариус. Но хариус к весне так, более-менее там к весне. Немного так. Вот именно здесь, недалеко от села. Вот поклевка. Ох, ударчик какой. Хороший ударчик был. Ну, он опять, вон, видите. Опс, есть. И опять выплюнул. Не, вот опять, вот смотри. Не, этот попадет. Этот дурачок попадет. Такие ударчики были, блин, бешеные. Вон поклевка. Че, он сидит, что ли? Да вот же, ёпта, он сидит. Ай. Ну, не очень крупный, вот такой. Такая рыбина. Вот знаете, вот, если сравнить, сейчас я покажу еще. Если сравнить с плотвой, ребят, размер такой плотвы и ельца, вот смотрите, спина какая. Она толстая и мускулистая, много мяса в ельце. И елец, такая рыба, как и хариус, очень много мяса в нем. А плотва, ну, плотва она широкая, и как я фанерой называю, они как лещи. А ельцы, они толстые. Вот. Ну, примерно так. Это зимний вариант рыбы. Такие я отпускаю. Ну, сегодня берем более-менее, чтобы уже есть что там употреблять. А это мелочь. Конечно, я отпущу его. Вот так она. Вон, сейчас упадет. Вот так все ушла. Два слова, ребят, еще про свою горелку. Я грею сегодня палатку вот такой горелкой. Ну, обычная горелка. Вон, пламя идет. Это конструкция, вот присмотритесь внимательно. Это алюминиевая конструкция. Огонь попадает на эту алюминиевую конструкцию. Вот, припаиваю, заклепал там. И огонь греет алюминий. Алюминий хорошо проводит как бы тепло и греет саму эту газбаллон. И она не гаснет. Если, скажем, без этого, ну, 15 минут поработает горелка, и она погаснет. А так, хоть сутки, хоть 10 суток, без проблем он будет гореть.
Так что, кто не знал, можете сделать из любого алюминиевого металла. Вот такая конструкция. Конечно, вид не очень, но мне красота не нужна. Самое главное — качество работы. А она работает и греет меня. Сколько я уже тут рыбачу сегодня? Час, может, больше. Без проблем горит. И я знаю, что она не потухнет. О, ничего себе. Какой смелый еж. Еж поймал. Вон. Это целый налим, считай. Если наживить там. Донку поставить, там налим можно поймать. Кто-то пошел мимо. Не знаю кто. Поклевка. Что-то я одну удочку убрал туда, доночную снасть. Ну и не стану даже третью вставлять. Потому что основное на эти две удочки сегодня и берет. Была бы еще другой раз ветка мормышка, надо еще какую-нибудь разную взять, купить, экспериментировать. Блин, пока ковырялся с этим пауэрбанком. Очередная поклевка тут была. Вот сюда уже перешла. Есть. Эйк, слабинку дал. Опа, есть контакт. Вот так вот. Вон он. Есть. Малыш. Или кошкой взять тоже. Но кошка не любит это. Но пробно возьму. Может, съест. Тулан точно всякой, любую рыбу ест. А кошка, знаете, вот морскую кушает, а речную неохотно. Ну, возьму. Пробно тоже отнесу. Он сразу моментально тоже поклевка. Это покрупнее. Или тоже малыш. Малышня. Тоже возьму на всякий пожарный. Если не будет есть, другой раз не буду брать. Ну и тут поклевка. Ну что ты будешь делать? Надо нового парша насадить. Там поклевки идут. О, смотри. Есть малыш. Ну это покрупнее. Ну уж нажрался, живот полный, блин. Нажрался этого прикормкой. Вот это да, жирный стал. Не жирный, а толстый. Толстый от того, что много прикормку уже съел. Начнешь чистить, а там живот полный набит этой прикормкой. На игру, знаете, из 100% только 10% берет. Ельцы любят вообще, когда удочка на месте стоит, не шевелится, течением так по пары шевелит крючок и все. Вот так просто так вот лежит, и самое уловистое, так сказать, способ ловли здесь. Шевелить не надо ничего. Рыба отходит, приходит. Просто надо ждать. Он опять подошел вон. Есть. Нормальный. Нормальный. Вон он какой здоровяк. О. Вот так вот. Вот такая мормышка, вот такая
Надеюсь, видно. На жареху уже, в принципе, набирается. Вон сколько их уже там. До черта. Да, есть кто-то. Кто-то есть. Есть контакт. Ох. Чем крупнее, знаете, вот, блин, поклевки меньше. Просто вот не подумая, что там рыба. Вот так вот. Есть. Ох. Ох. Плотва. Вторая плотва за рыбалку. Вообще огонь. Вообще огонь. Это плотвище. Это по нашим размерам, что мы ловим, это плотвище, ребят. Вон он какой крупняк такой, блин. Приятно тащить даже, блин. Да вытаскиваешь из лунки, сопротивляется. Хорошечно вообще. Оп-оп-оп. Уйдет. Вот подход. Есть. И тут смотри. Ой, блядь. Ё-моё, что случилось? Этот зацепил вторую удочку. Я и не понял сразу, что случилось. Частенько так происходит на рыбалке, когда две удочки рядом. Зацепилась капитально. Опа. Вот, блин, возле лунки сорвался она. Крупный был. Вообще без поклевок такой вот. Еле-еле поклевку увидел. Чуть-чуть не дошел, блин. Полный штиль, ребят. Вообще ни одной поклевки. Вообще перестал рыба клевать. Сейчас, наверное, еще спущу видеокамеру. Посмотрим. Кто-то есть, нету там. Или бесполезно уже сижу. Да, в принципе, мы наловили. Целая жарка. Можно смело уже возвращаться домой. Сегодня свежая рыба, жаркое будет. Можно уху сварить также с этой рыбы. Запросто, очень вкусно получится. Сейчас спустим камеру, посмотрим, что там. В следующий раз я сюда сделаю на изоленту, как-то возьму. Ну, придумаю такую штуку, чтобы я мог изолентой закручивать к палке, и чтобы палкой так ровно отпустить. Ну, надо доделать. Так, в принципе, очень мне понравилось. Очень-очень. Будем подглядывать, подсматривать. Ну все, начинаем спускать. Так, вон. Видно, как лунка пробурена, вон. Видите? Следующая лунка. Вот так и будем спускать. Вот так вот, потихоньку. Он течением поворачивает. Течением поворачивает. Руки немножко замерзли. Так, ну ладно, сейчас до дна отпустим. Так. Где тут дно-то вообще есть или нету? Что? Не видать. О, дошли до дна. Так. Это уже против течения вроде как снимает. Так. Так. Не могу повернуть камеру. Видите, ни одной рыбы я не вижу. Ни одной рыбы нету.
Тишина. Вон. Так, что-то я присмотрел. Вроде кто-то был. Вон он, рыба-то есть, стоит. Еще бы чуть-чуть повернуть никак не могу. Не, надо с палкой что-то придумать. Они даже выше прикормки. Ой, выше нас стоят, вон. Есть рыба. Несколько штук. В стороне. Вон они. Они есть. Сколько мути идет, смотрите. Вот, когда сетки закидываешь, это муть. Идет на сетки, вон их. Они есть. Вон они, рыбы. Только в стороне чуть-чуть. Так. Опа. Перебор накрутил я. Не, надо что-то придумать. Если на озере как-то, может быть, с палкой намного проще. Вон. Они в стороне. Или выше. Стая вон там стоит. Ай, не могу накрутить там. Вон они. Это дно. А в какую сторону снимают, вот и непонятно потом. Тоже не ясно. Вот сейчас напротив течения идет съемка. Вон оттуда мусор идет. Еще покрутить. Крутится ни хрена. Вон они. На одном и том же месте стоят. Это к берегу, что ли, они? Поближе. До того неудобно. И выше, возле прикормки. Возле прикормка они, получается. Сейчас я дерну прикормку. Ну-ка. Сейчас вот дерну. Раз, второй. О, зашевелились. Они, засранцы, там возле прикормки сидят. О, это уже прикормка пошла. Вон. Это прикормка идет. Вон они. О, возле прикормки, значит, между прочим, далеко прикормку не надо ставить тоже. Вон. О. Вот это рыба. Елец. Несколько штук я вижу их. И в стороне от меня. Левее или правее. Где мормышка наша? Не. В следующий раз еще круче буду снимать, ребят. Я подготовлюсь капитально. Это сегодня пробная съемка. Непонятная съемка. Ну, хоть что-то мы увидели. Хоть что-то это вон. Сколько их? 3 штуки я вижу рыбы. 3.
Может и еще больше там. Они в стороне. Они в стороне. К берегу ближе. Не знаю, расстояние какое тут. Вот сейчас я попробую удочку, если пошевелю. Ноль эмоций. Вот сейчас я удочку дергаю. И на это ноль реакции. Да, есть. Ходят. Просто не клюют. В стороне. Явно в стороне они бродят. Если не ошибаюсь, с течением это получается левее они. К берегу ближе. Блин, вот смотрите, как крутится. Ну, неудобно, неприятно. И вам трудно смотреть, но это и есть неподготовка. Вон. Вон сколько их, 4 вижу. Расстояние не знаю, сколько там от меня. Да, они, стайка в стороне стоит. В стороне. Не, в следующий раз я круто подготовлюсь. Все классно будет. Да. Ну, видно, что рыба есть, ребят. Все, поднимаем. Опа. Поднимаем, поднимаем. Просвечивает лед. Вот и все. Давай, иди сюда. Вот так вот. Вот такая камера, ребят. Останавливаем. Все. И выключаем. До встречи. Не, хорошая штука. Просто надо, как всегда, дорабатывать. И я уверен, я еще покажу больше. Для первого раза нормально. Ну, я думаю, пора заканчивать эту рыбалку, потому что после съемки я еще посидел 10 минут, ни одной поклевки нету. Рыба, вот я сижу, вот сзади меня со стороны спины, вот течение вот так идет. И если с камерой я угадал, вот скажем, направлением, то рыба стоит возле берега, поближе к берегу. Вот там стая стоит. Ну и возле прикормки еще выше. А ниже я никого не видел. Ну, не клюет, так не клюет. Давайте по традиции посчитаем, сколько, какой улов у нас. Первая рыба, вторая, вот это маленькие, это уже покрупнее вон. Вот эта плотва тоже неплохая, вон какая хорошая. Вон елец, мощный. Ну, это экземплярчика уже поменьше, конечно. Вот. Видели? Ага. Там под снегом, оказывается, еще. Но это малыши я возьму для кота. Если не съест, то Тулану дам. Туланы обожают рыбу. Вон они. Там еще, ё-моё. Я уже, блин, перебор. Много наловил. Куда больше. Потом чистить его.
Ой, хватит. Все. Так, давайте считать. На жареху у нас пойдет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. На жареху. 15 и еще вот 4 штуки. 19 штук. Вообще идеальная рыбалка получилась. Идеальная. Вот смотрите, какой улов у нас. Ну, прям вообще искусство такое рыбалки. 19 штук. Сейчас еще по-новому посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вообще класс. Вот за это не пожалейте лайк. Это уже рыбалка удалась. Удался или удалась. Но это малыши. Вот это на жареху пойдет. Свежее жаркое сегодня будет. Все, я убираю снасти, собираюсь и пойдем домой. По пути еще там встретятся рыбаки. Может, у них что-нибудь поснимаем. Ребят, убираю снасти, а вон... Я даже не знал, что рыба там сидит. 20-й. Ровно 20 штук. Вот так. Я уже все убрал. Снасти собираю, а там рыба. Вот такие дела. 20 штук. Если целый день сидеть, целый день будет клевать. Просто промежутком времени. Минут 15 бывает там без клёвья. Потом 5 начинается. Но я все, я уже начал собираться. 20 рыбин. Вот это да. Вот это да. Вот это я дал сегодня. Мощно порыбачил. Можно, в принципе, другой раз попробовать возле села. С видеокамерой это сейчас легче. Посмотрел, нету, ушел. Если есть рыба, можно ждать. Рано или поздно будет клевать. Вот так я убираю все это дело. Сегодня очень хорошо работала желтая мормышка. Запомните, желтая. Надо мормышку тоже, оказывается, менять. Так. Все, морелка. Ну, отлично тоже отработала. Пусть подостынет немножко. Опа. Блин. Вода попала. Так. Ну все. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. И на-на-на-на вернемся. На-на-на-на-на-на. Спасибо, река, за наш улов, что нам дала. Возвращаемся не пустые. Спасибо за рыбу. Все, поехали. Sakal kuidas nüüd peta? Klanan. Kuidas nüüd peta? La kuj gadit pata die peta. Kuj gadit pata peta. Kõik kadežalik tõdna. Te kustad mui metani? Hodno jätad nekko kляшes. Te palatkas... Где улов? Где улов? Нету. Ошед. Шедишь там уже 5-6 штук. 8-9 штук. Te näed seda? 9. 20 ровно 20. Teie maksan palatkas. Туда вот. A te kustad mui metani? Ваня то на муна. Kuda? Kirjamиш Ваня. Šeerne on? Taja Vanja, olen podcast. Taja. Etaten, mis Eestin sulle mundas kirjamis. Sieltäten kulutsi. Siin vaibleid peate ебинем. Päev tai кuyani, ja. Kuska volas. Меня тоже, видеокамера сегодня испытал. Короче, косяк стоит с левой стороны возле берега. А возле крючка нихуя.
Да? Лошадь отдалene? Ты не снимай там. Да. Мillä Mitä tässä nyt näet? tämän palatkas on vai? Onko? Tää jää läpkiid. Tää jää mujantane. Etien. Меня дружит. Высокая палатка хорошая. Скажи, А где этот? Огонь, свечи. Mitä on Pirvelunna palatka? Palatka joka jako tos vai? Tää kriisisen. Koronavirus. Коронавирус. А прикормиtaan on еще. Да. А конne. Tuonne bankäät tuosta sitten. Или тачи чотан. Tahtin. Tuonne shoruit, niin vestistin palatkas. Куджит, бляха-муха. Холодно. Не может быть. Холодно. Me, Сопли пошли. me без палатки Kymenlund vuokrasi. Смерть никто. А если me shakas myyjästä näet? Se lyymärjällä. Lum! Ruistet. Ah. Mitä kynme se on? Kyllä mä. Kynmä lohti, että on kynmä mäki vermi, että kun se pisketsin ei vermi. Skuis kynmällä. Ja se сколько же туда? Тут кто-то тоже сидит. Ну и здесь желтая палатка была. Рыбак уже ушел. Также пойду напрямик. Блин, по реке идти холодно, ветрено. Такой снежок идет. Ну и заметно похолодало. Утром потеплее было. Такой мелкий снег. Да, здесь хорошая дорога ходить. Вот а собака ездили, и сейчас вот передо мной тоже рыбак с корытом пошел. Он выше, ну там у него тоже какие-то снасти выше по течению, туда ходит, проверяет. Что-то у меня рука весь в крови. Где-то вот что-то поцарапал, видать, руку, не знаю, морда как в крови нет. Потому что я сейчас снимаю себя, но и также не вижу. Вот так. На экшн камеру Sony также снимаю. Вот. И когда сегодня собирал рюкзак, ящик, думал, там я подготовил тоже термос, думал, взять, не взять. Потом передумал, но знаете, вот сейчас бы глоток горячего чая не помешало. Потому что на улице холодно, и я бы сейчас погрелся горячим чаем. И хлеб с салом тоже бы съел. Это на озеро дорога идет. Много вопросов было, от подписчиков, именно от тех зрителей, которые вот все время со мной смотрят. И много раз спрашивали, почему я не ем сало. Ни в одном походе мы не видим, что ты берешь сало. Сало я, ребят, ем. И, очень мало. Очень мало. Я имею в виду, вот сейчас зимние походы будут, конечно же, рано или поздно также на первую, на вторую избу сейчас снова приду. И, возможно, там уже вы будете видеть, как я ем сало. Потому что в зимний период я сало в походы беру, а летом не стараюсь. Потому что, знаете что, я сало люблю, когда она чуть-чуть, ты режешь, как бы нож режет, но сам по себе еще сало как бы твердый, мерзлый, что ли, не мягкий. А вот, скажем, если я летом в рюкзаке сало таскаю, вытаскиваешь сало, оно мягкое. Ну и в то же время это мягкое сало, и я, честно, не очень так
Тоже ем, когда голоден, ты все съешь. А так, чтобы меньше употребляю. Если копченый, да, копченое сало я люблю. Вот. Ну, начал болтать, как обычно. Такой вид. Солнца нету, но все равно как-то. Здесь меньше ветра, а если по реке идти, вообще ветрено. Ветра меньше и идеально, хорошо. Свежий воздух, морозный воздух, даже скажу. Вот. Следы старые, вот. Тут нету собака, нету лиса. Ну, наверное, собака, она тут гуляла у рыбаков. А больше никаких следов. Вот первоначально возле села там еще белку следы видел. Ну что, ребят, зрители моего канала, будем заканчивать этот поход на рыбалку. Я уже на подходе к своему селу. Здесь я перейду речку, и там уже до дома немножко остается. Рыбалка вообще огонь получилась сегодня. Я очень рад, что столько рыбы я поймал. Также очень рад, что подводная камера очень хорошо снимает, очень хорошо работает. Спасибо также. Отдельно хочу спасибо сказать АМГ, который выслал мне сертификат на приобретение вот этого всего, этой камеры, удочек из Гонконга, который подогрел так, подгон такой сделал. Ну и дальше будем снимать. Я под льдом, под водой, что мне надо, я все вижу. Точно не могу сказать, какое расстояние снимает. Может метр, может полтора, может полметра. Не могу сказать. Я дома сейчас на компьютере все посмотрю и вам покажу, что там заснялось. Надеюсь, все увидим. Опа. Скользко тут. Другой раз, возможно, можно попробовать вот тут порыбачить. Вот возле острова. Думаю, рыб 10 точно поймаем. Вот. Ну, а сегодня вот сейчас я на пустырь вышел, и уже тут ветрено, очень сильный ветер. Одел вот такой тоже, что я заказывал в рыболовном магазине. Тепло, горло не остывает. Надо беречь свое здоровье. Шея, горло, вот все это дело. Шапку надо теплую также, чтобы ты, когда идешь в такой ветер, тебе было комфортно и не мерз. Ну, одним словом, до новых встреч. Всем спасибо, кто досмотрел эту рыбалку. Спасибо всем. И ждите очередные походы. Пока. Самое главное, не болейте.